Квартира певицы Фариды Галиаскаровой похожа на студию. Для создания образа все под рукой. Костюм, грим, воображение. Добавим обаяние, и вот старуха Шапокляк готова. Вот так мы превращаемся в злых теток. А без этого никак нельзя. Вот эти нюансы самые главные. Вот. Вот теперь можно сказать, что готово. Противные и мерзкие детишки, особенно вон та с большим бантом. Вот я сейчас порву все ваши книжки, и вырастите глупыми потом. Какая бесподобная ирыска, но вам ее из принципу не дам. Постойте, где-то тут была Лариска. Лариска, где ты там? Я здесь, мадам. Я старуха Шапокляк, для меня обман пустяк. Я могу и так, и сяк, я могу и шмяк, и бряк. Я старуха Шапокляк, для меня обман пустяк. Я могу и так, и сяк, шмяк. Фариду Галиаскарову можно смело назвать мастером перевоплощения. Сказочного образа нет и в помине. Теперь это уже женщина, которая поет. И печаль ее стара как мир. Звучит хорошо знакомый и любимый шлягер. Встретилась с печалью, а любовь прошла стороной. Наверное, соседи беспокоятся иногда или ничего не слышно? Ну, бывает, что беспокоится, но слава богу, что это не опера, а эстрада. А это, наверное, вы, да, в розовом платье, нет? Ну, кстати, да, похоже. В стиле вот, как я одеваюсь на сцене. Это ее мир. Здесь все подчинено профессии. Вот фотография с недавно состоявшегося сольного концерта, коллеги, известные уфимские музыканты. Из фильма Гардероб, сценические костюмы, все любимые. Пожалуй, еще одной комнаты точно не хватает. Как вы достаете эти вещи? Вот. На стульчик. Специального вот. нет? А это вот у меня вот роль мышки не сыграна еще. Но я обязательно спою. Какой чудесный день, какой чудесный я, и песенка моя, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это я обязательно еще спою. Я когда была маленькая совсем, я еще даже не помню, насколько я маленькая была. Мама мне говорила, у тебя, говорит, всегда, говорит, рот был открыт. Ты никогда не переставала петь. Даже где, говорит, не положено, ты, говорит, пела. Всегда, говорит, звучал твой голос. Но у меня тогда был высокий голос. Я пела просто высоко. Хор «Юная смена» назывался. Я пела 10 лет там. Вот. От обкома меня наградили путевкой в Всероссийский лагерь «Орленок». У меня множество всяких грамот, призов. Вот. Очень удачно все. Солистская была уже тогда. В хоре такое светлое будущее было. Ее счастливое детство протекало в Оренбурге. Мама работала в отделении связи бухгалтером, папа – ведущим мастером на Оренбургской трикотажной фабрике. А Фарида всегда хотела петь и танцевать. Но мне сказали, давай что-нибудь одно, кружок один. Ну, тогда было все бесплатно. Коммунизм, оказывается, был. Мы не знали тогда еще. Вот. Но я пела. Потом я решила, что буду дома заниматься сама танцами. Мама с работы приходит, я вся мокрая. Дочь, ты что делаешь? Я говорю, танцую. А у меня музыка играет. Пластинку составлю. Раньше пластинки были. И танцую. Таким образом научилась танцевать сама. Вот. Ну, где-то это использую. Какие-то испанские песни, цыганские песни бывали у меня. Даже Чарли Чаплин у меня был, Марс Софиулин, народный артист, ставил из гаскаровского ансамбля Чаплина. Ну, я немножко пела и танцевала. Музыкальное образование получила в Оренбургском училище. И вот тут в ее судьбе произошел поворот. Счастливый случай. В Оренбург приехал знаменитый педагог по вокалу Милюша Галеевна-Муртазина. И Фариде предложили поступать в Уфимский институт искусств. Предложили ей единственный из всего вокального отделения музыкального училища. Говорят, что мы сами делаем судьбу. В какой-то степени, наверное, есть это. Наверное, я думаю, что все-таки, опять-таки, нужно много трудиться,
чтобы перевернуть свою судьбу так, чтобы она тебя устроила. Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение, почти любовь, почти падение с обрыва. Я знаю тайну одиночества, его загадку и пророчество, и сон, который должен кончиться красиво. К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя далекому и грешному. Бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. Я помню сны неразделенные, глаза чужие и бездомные, и наши тени отраженные свечами. Я знаю боль, что не прощается, и грусть, которой все кончается, и сон, который повторяется ночами. К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучаю и тоскуя далекому и грешному. Бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя далекому и грешному. Бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. Как будто все по-прежнему люблю я. Почти четверть века она работает в Башкирской филармонии. Ее стихи, эстрадные песни и джаз. Выступает сольно и в концертных бригадах. Раньше пела в ресторанах. И это была прекрасная школа мастерства. Там я тоже неплохо себя нашла. И стиль у меня там был. Латинский квартал пела я, вот такой вот шансон пела. Все приходилось петь. А вот сейчас вот у меня вот само как-то время вывело, что вот я сейчас Эдит Пиаф пою. Вот так как-то вот получилось вот. Временно все. Ну, просто задач было очень много. И чтобы в ресторане тоже продержаться, там нужно было просто пачками песни эти учить. Я умудрялась по 10 песен вообще вот переносить новых и петь.
Академская школа, актовый зал. Концертная бригада Башкирской филармонии выступает перед школьниками. В чужой степи, траве некошенной, остался маленький трубач. Но он ведь все дело в чем, был настоящим трубачом. А он ведь все дело в чем, был настоящим трубачом. Мы выходим на сцену, все, мы тут на сцене просто короли. Мы забываем про все на свете, потому что это наша любимая работа. Вот все то, что вот бригада моя здесь находится, я всех очень люблю. Они все очень одаренные, талантливые. Фарида, она замечательная актриса, она замечательная вокалистка. Она просто, как сказать, универсальный человек. И Баба Ёшки, и как это, Старуха Шапокляк, и Незнайка. Все то, что в театрах и в дюзах играет. Военная тема для школьников среднего звена, а это литературно-музыкальная композиция на стихи Марины Цветаевой для старшеклассников. И золото волос, и будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивой, как дети в каждой мире. И так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Ну, мне очень понравилось, очень великолепное выступление. Так волнительно было слушать песни. И очень интересно слушать про историю Марины Цветаевой. Много талантливых услышала голосов, была очень впечатлена. Вот, и заинтересовалась Цветаевой. Думаю, я наведу справки и поизучаю ее. Она замечательный музыкант, она очень эмоциональная, она с блестящими музыкантскими данными. Всегда пользуется большим успехом у публики. И она очень много ездила по России, много ездила по Башкирии. Везде ее принимают очень хорошо. Можно сказать, поет сейчас и на русском, и на французском, и на башкирском языке, и на татарском языке. То есть она у нас вот такой профессионал широкого профиля. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной остается от водных лыж. Ты услышишь и
На этом домашнем видео трудно узнать нашу героиню. Талант драматической актрисы очевиден. Ее личная жизнь насыщена обычными женскими радостями. 2 детей. Сейчас они уже взрослые. Сыну Дмитрию 25 лет. Сын у меня увлекался рэпом раньше, пока он учится авиационный институт. Вот работает, учится. Дочери Элине 22 года. Она учится в Институте культуры и искусства в Петербурге. Она у меня председатель студсовета, староста. Но она тоже поет, хоть она на отделении бизнес-информатика. Супруг тоже музыкант. И поэтому решили, что у нее это есть, это будет. Вот, она поет совсем по-другому, не как я. Она поет джаз, блюз, причем на таком хорошем английском языке. Манера интересная, так что вот я горжусь ей. Песни Эдит Пиаф и Мирей Матье появились в репертуаре Фариды Галиаскаровой совсем недавно. Сейчас кажется, что так и должно было быть. И очень низкий голос, и артистичность, и внешность. Французский язык дается нелегко. Специалисты французского зала Национальной библиотеки любезно предложили свою помощь. Pardonne-moi ce caprice d'enfant, pardonne-moi, reviens comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi. Она очень поддается, и фонетика у нее уже лучше. Конечно, это не так легко, как хотелось бы. Сколько бы еще поработать надо? Месяц, год, сейчас 3? Месяца 3-4 уже работаем. Мне кажется, уже почти все хорошо. Самое главное, у нее есть понятие, вот как ставить звук. И ей остается только попрактиковаться. Уже, я думаю, результат налицо. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il m'a fait un coup d'œil, souviens-toi. Padam, padam, padam. Ce dernier qui m'a monté de toi. Et je te rends après moi comme un drôle d'héros. C'est elle qui sait tout par cœur. Il lui dit, rappelle-toi tes amours. Вот все же выучить невозможно. Я беру конкретные песни и работаю над ними. Вот. Произношение, что оно, естественно, что стиль, смысл, сюжетность песни. Есть еще она и сюжетная, великолепно. Можно есть еще что-то там и потанцевать. Мы спустились вниз, легкий бриз играл с волной. О, какой сюрприз, ты все дальше шел за мной. Ты бы мог свернуть, мог другой выбрать путь, но ты шел за мной, словно тень. Убить мои тени, ты мечтал все эти дни, ты признался в этом мне в тот день. На золотом песке Майами, на золотом песке Майами, где о любви поет его.
Зрителю очень нравятся вот такие песни. Я обязательно ставлю, чтобы там был какой-то сюжет, потому что зритель, он разогревается на сюжетах. Вот. И я люблю обязательно среди вот грома и молнии что-то вот такое вот солнышко такое, чтобы выглянуло. Я обожаю делать такие вот контрасты, потому что это очень эффектно бывает всегда для зрителя. Итак, вот вы меня увидели так, а я ведь могу быть другой совсем. Вот. И сейчас я вот пою именно вот такие произведения уже, их даже и песнями не назовешь, потому что то, что поет Мирей Матье, это, в общем-то, такие произведения стоят того, чтобы их спеть, и причем такие певцы и люди, которые мне нравятся. Я вот и думаю, что родилась, наверное, для того, чтобы дарить людям радость. Пускай это очень трудно, пускай это нужно постоянно что-то какие-то ноты искать, надо постоянно там какие-то записи искать, надо постоянно что-то вот текст нужно отработать звук вот не так пошел, вот эту ноту нужно сделать, вот она не так, вот верхняя нота, вот не так я ее взяла. Сегодня репетирую, завтра репетирую, месяц репетирую, 3 месяца репетирую над этой песней. Но вот не идет она у меня, ну почему? Нет, я хочу, чтобы она у меня шла. Нет, я это сделаю, я это добьюсь обязательно, чтобы она мне пойдет.